Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте поприветствовать вас от имени прокурора Республики Филипчука Николая Леонтьевича. Заявленное его участие сегодня не состоялось в связи с его срочным вызовом по делам прокурорской службы в город Хабаровск. А так он лично хотел провести, но коль он уже обозначил тему, дату, из уважения к вам, данное мероприятие будет, как и заявлено, состоится сегодня, и проведу его я, первый заместитель прокурора республики Иванов Айдар Владимирович. Мероприятие такого формата мы проводим впервые. Оно направлено на формирование большей информационной открытости прокуратуры республики, обеспечение конструктивного взаимодействия с уполномоченными государственными органами, с экспертным сообществом, оперативного реагирования на факты нарушения закона, обеспечение гласности проводимой нами работы. Сегодня в рамках формата живого разговора мы предлагаем обсудить два вопроса. Первый – это первый дискуссионный блок, посвященный защите прав субъектов предпринимательской деятельности. И вторая тема будет посвящена защите прав граждан на оплату труда. Темы для разговора нами выбраны не случайно. В частности, по вопросу защиты прав субъектов предпринимательской деятельности хочу отметить, что данное направление является важной составляющей нашей надзорной работы. Во главу угла мы ставим защиту бизнеса от необоснованного давления контролирующих органов путем проведения плановых и внеплановых проверок. Одной из эффективных мер в данном направлении стало формирование органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также серьезным барьером для исключения необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей стал институт согласования с прокурором внеплановых выездных мероприятий по контролю. Уделяем мы внимание и другим вопросам реализации прав бизнеса. Однако проведенный в сентябре текущего года в городе Якутске первый независимый форум предпринимателей показал, что проблем и вопросов у представителей бизнеса достаточно. Начиная от количества проводимых органами контроля проверок, заканчивая ограничением конкуренции. В связи с этим, учитывая остроту поднятых вопросов, а также необходимость их обсуждения в формате открытой дискуссии, мы постараемся их все сегодня рассмотреть и ответить на них, в том числе с участием экспертов, которые приглашены для участия в открытой дискуссии. Я думаю, они проявят сегодня активность. Также я рассчитываю, что поднятые вами сегодня проблемы позволят нам наиболее эффективно организовать работу в данном направлении, обеспечить реальную помощь бизнесу, защите прав и законных интересов. Для того, чтобы сегодняшнее мероприятие прошло более результативно и продуктивно, предлагаю регламент его проведения. В качестве спикеров мероприятия выступит старший прокурор отдела по надзору за соблюдением закона в сфере экономики и экологии прокуратуры Республики Протопопова Жанна Ивановна, представитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Зимин Станислав Владимирович, а также заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Кузьмин Алексей Дмитриевич. Выступление предлагаю до 7 минут. После каждого выступления предлагаю переходить к обсуждению, вопросам и ответам и заслушать предложения. Поскольку время мероприятия у нас несколько ограничено, для прессы будет уделено отдельное время сразу после завершения дискуссионного блока, где в специально организованном пресс-молле журналисты могут задать участникам мероприятия интересующие их вопросы и получить, я думаю, развернутые ответы. Таким образом, спасибо за внимание. Переходим к работе форума. Слово предоставляется старшему прокурору отдела по надзору за исполнением закона в сфере экономики и экологии Протопоповой Жанне Ивановне. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Айдар Владимирович, участники форума. Рада приветствовать вас на первом открытом форуме прокуратуры республики и начать работу первого дискуссионного блока по вопросу защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Динамичное развитие экономики, изменения в законодательстве требуют совершенствования и приведения в соответствии с новыми экономическими реалиями надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности. Защита прав хозяйствующих субъектов является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Наша работа ориентирована на ликвидацию административных барьеров, создание благоприятных условий ведения бизнеса, надлежащее исполнением органами государственной власти и органами местного самоуправления предоставленных полномочий, в том числе при расходовании финансовых средств.
Обеспечение законности в рассматриваемой сфере строится на тесном взаимодействии с предпринимательским сообществом и, конечно же, с аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике. Еще в январе 2014 года между прокуратурой республики и уполномоченным было заключено соглашение о взаимодействии, в рамках которого мерами прокурорского реагирования восстанавливаются нарушенные права хозяйствующих субъектов. К примеру, по инициативе уполномоченного нами проведено межведомственное совещание в сфере перевозок пассажиров легковым такси, по итогам которого надзорными органами в сфере перевозок пассажиров разработан целый механизм фиксации правонарушений, фактов осуществления перевозок пассажиров без соответствующего разрешения, что позволило активизировать работу по выявлению и наказанию нелегальных таксистов. Указанные меры, на наш взгляд, они способствовали установлению добросовестной конкуренции среди предпринимателей, которые осуществляют перевозку. Учитывая, что длительное время серьезным фактором, который оказывал негативное влияние на условия ведения бизнеса, являлось низкое нормотворчество, по указанию прокурора республики городские и районные прокуроры ориентированы на приведение всех актов, нормативных правовых актов, которые регулируют правоотношения с участием хозяйствующих субъектов, в четкое и в строгое соответствие с требованиями федерального законодательства. Ежегодно по протестам прокуроров приводится в соответствие более 100 нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения с предпринимателями. Например, по протесту прокуратуры республики была проведена государственная программа республики развития предпринимательства, в которой были установлены незаконные требования, возложены незаконные обязанности по представлению получателям государственной поддержки тех документов, которые могли бы быть получены в рамках межведомственного взаимодействия. Наибольшую часть протестованных нами незаконных нормативных правовых актов составляют административные регламенты органов государственной власти, органов местного самоуправления по предоставлению государственных и муниципальных услуг и по осуществлению государственного контроля и надзора, а также муниципального контроля. Мерами прокурорского реагирования пресекались факты несоблюдения органами власти и принципа открытости деятельности при предоставлении таких услуг, а также необеспечении их оказания в электронной форме. Например, в связи с отсутствием на едином портале актуальной и достоверной информации, предоставляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, услуг прокуратуры республики и председателю правительства было внесено представление, по которому выявленные нарушения устранены в полном объеме. Без прокурорского надзора не остаются вопросы и соблюдения федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства. Прокурорами зачастую выявляются факты несоответствия, в частности, муниципальных программ поддержки предпринимательства установленным требованиям. Также нами были установлены такие факты, как отсутствие самой программы. В Сунтарском, Нюрбинском, Жиганском районах сведения о муниципальных программах не были вообще опубликованы на официальных сайтах администрации районов, что нарушало принцип открытости и оказания поддержки. Нами также пресекались и факты ограничения конкуренции и предоставления отдельным лицам привилегий при оказании финансовой поддержки в рамках реализации программы развития малого и среднего предпринимательства. Примеры по указанию прокуратуры республики были приняты меры прокурорского реагирования в отношении администрации муниципального образования «Город Мирный» в связи с отказом обществу с ограниченной ответственности на допуск к участию в конкурсном отборе получателей субсидий лишь по причине непредоставления юридическим лицом справки о том, что оно не находится на стадии банкротства. Вместе с тем, при отсутствии аналогичной справки, комиссией принято решение о допуске к участию предпринимателя, другого предпринимателя, который в соответствии с порядком предоставления субсидий вообще не соответствовал критериям отбора.
В результате планомерной работы нам удалось добиться значительного сокращения количества плановых проверок. Так, если в 2013 году ежегодный план проведения плановых проверок состоял из более 11 тысяч мероприятий, то на 2016 год прокуратурой республики согласовано проведение 5 тысяч плановых проверок. Ежегодно нами выявляются и факты незаконного проведения внеплановых проверок, в частности, без согласования их проведения с органами прокуратуры, в отсутствие распоряжения, в отсутствие оснований, установленных федеральным законодательством. Меры административного характера органами прокуратуры республики по указанным фактам приняты в отношении должностных лиц Управления Роспотребнадзора, Министерства охраны природы, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Министерства образования, Государственной инспекции труда, а также Управления по лицензированию и лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции. Прокурорами на постоянной основе проводятся проверки соблюдения законодательства в части, касающейся своевременной оплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов. На сегодняшний день органам прокуратуры республики удалось добиться погашения задолженности перед субъектами предпринимательства в размере более 160 миллионов рублей. Но все-таки нам необходимо отметить, что практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что состояние законности в данной сфере продолжает оставаться неблагополучным. Нарушение прав и законных интересов хозяйствующих субъектов касаются практически всех сфер экономики. И полагаю, что повышение уровня межведомственного взаимодействия, прежде всего с предпринимательским сообществом, окажет позитивное влияние на состояние законности. И напоследок, с учетом ограниченного времени проведения форума и, как мне кажется, большого количества вопросов и предложений со стороны предпринимателей, мне бы хотелось предложить включение решения по итогам настоящего форума проведения органами прокуратуры на территории всей республики единого дня открытых дверей для предпринимателей. И куда мы хотим пригласить, в том числе и представителей всех контролирующих органов республики. В рамках данного мероприятия предприниматели смогут задать интересующие вопросы, по возможности решить проблемы, проконсультироваться и при необходимости органами прокуратуры республики по поступившим обращениям будут организованы соответствующие проверки. А сегодня мы хотели бы услышать от вас предложения именно по совершенствованию работы органов прокуратуры по данному направлению. Те проблемные вопросы, которые препятствуют реализации и ведению бизнеса, по вашим предложениям мы примем соответствующие организационные меры, запланируем проведение проверочных мероприятий. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Спасибо, Жанна Ивановна. Дело в том, что мы органы прокуратуры впервые проводим открытый форум. Как говорится, на суд общественности мы выходим первый раз, поэтому есть такая возможность вам быть более сегодня, так скажем, раскрепощенными, для того, чтобы мы тоже вас могли услышать не по бумажкам, которые к нам поступают, и мы там разбираемся по закону, а именно поучаствовать в живой дискуссии, чтобы был какой-то результат, чтобы это мероприятие, как говорится, прошло не для галочки, не просто так. Мы настроены очень серьезно, открыты к диалогу, но прежде чем перейти к обсуждению доклада прокурора отдела Протопоповой Жанны Ивановны, я хотел бы может быть, предложить рассмотреть такой вопрос о проведении, внести такое предложение, о проведении совместных мероприятий с представителями бизнес-сообщества, к примеру, по таким актуальным темам, как тарифы, алкоголь. Я думаю, эта работа бы принесла бы больше результатов по защите прав предпринимателей, так как совместные проверки, они будут прозрачными и открытыми. И, соответственно, никаких вопросов, я думаю, у общественности, по крайней мере, будет меньше. Если вы поддерживаете это предложение,
Я бы просил бы вас тоже, может быть, какие-то темы совместных органов прокуратуры предложить и вам, чтобы мы могли их учитывать и совместно с вами работать. Поэтому вы не стесняйтесь, говорите, мы все будем, как говорится, фиксировать, и потом впоследствии будем все это реализовывать. Пожалуйста, есть какие-то предложения? Пожалуйста. Ну, то, что вы делаете впервые форма, это очень радостно. Но нам хотелось бы, конечно, увидеть нашего нового прокурора, мы ждали его, с ним побеседовать, потому что вот в прошлом мы пытались несколько раз, но, к сожалению, не получилось. И я считаю, надо было форум начать на тему с того, что помощник Белоусов Андрей, который прозвучали слова от Путина на Втором Восточном экономическом форуме. Надо было для нас, для бизнеса актуальная проблема вот давления на бизнес. Вот это не я, а Путин сказал, можно его слова. Давление на бизнес региональных властей, муниципальных властей, давление на бизнес, естественно, монополий 2 раза выше по всей России. Это даже прозвучало по всей России. Вот на эту тему была бы актуальна, а то вот чтобы реально действительно была у нас бизнес-климат хороший был, вот на эту тему конкретно, что наболело бизнесу, вот это было действительно хорошее дело и хорошая помощь от вашей стороны была бы. Хорошо. У вас все, да? Петрович, но дело в том, что я уже вам сказал, что прокурор республики это мероприятие сам наметил, сам организовал, сам его анонсировал, но так уж устроена прокурорская служба, что его вызвали срочно. Он не на территории республики находится, он вылетел срочно по делам службы, по приказу руководства участвует там в мероприятии, проводимом в городе Хабаровске. Поэтому, коль мы анонсировали, поэтому проводим это мероприятие. Все, что вы говорите, конечно, это тоже актуально. Но вопросы были экспертному сообществу разосланы, и мы, вот, исходя из мнения экспертов, проводим мероприятие по этим двум обозначенным, по этим двум обозначенным вопросам. В связи с этими государственные контролирующие органы приглашены соответствующего направления. Поэтому давайте обсудим сегодня этот вопрос. То, что вы, Егор Петрович, говорите, конечно, это тоже немаловажно. Я думаю, в рамках нашей дискуссии по вопросам предпринимательства они должны тоже найти свое отражение. Поэтому, уважаемые участники форума, по заявленной нами теме есть у вас какие-то предложения? Ну, давайте обсудим доклад Протопоповой Жанны Ивановны. Есть кому-то что-то сказать? Да, пожалуйста. Можно вопрос? Представьтесь, пожалуйста, ладно? Лена Михайловна Данилова, Союз малого бизнеса, один из соорганизаторов форума, о котором вы говорили в самом начале, да, при открытии. Тема этого форума были тарифы и влияние государственных компаний. Всего это 2 документа, которые регулируют данные наши проблемы. Они отражены федеральным законодательством. Это распоряжение правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года 1738 и перечень поручений президента Российской Федерации о тарифах в Республике Саха-Якутия. Прокуратура Республики Саха-Якутия какую помощь нам может оказать в рамках этих документов? Пожалуйста. Позвольте, на этот вопрос отвечу я. Я вам сразу могу сказать, что при прокуратуре республики создана рабочая группа по защите прав субъектов предпринимательской деятельности, куда включены и вы. И мы планируем в декабре 2016 года провести очередное заседание рабочей группы, на котором разработать план мероприятий на 2017 год, в рамках которого мы хотели бы провести соответствующие, конечно, проверки, в том числе по тем проблемам, которые были оглашены на первом открытом форуме предпринимателей. И мы учтем ваше предложение и включим в план проверок. Вот в целях выявления проблем, часть из которых, я надеюсь, прозвучит, я думаю, в дальнейшем, мы подготовили для вас анкету-опросник, который позволит нам оценить состояние законности, как и наиболее часто нарушаются законы
в отношении предпринимателей, их прав, и, соответственно, потом по ним поработать. Прошу обратить внимание, что анкетирование – это анонимное. Чем больше предпринимателей будет ими охвачено, тем будет лучше. Кроме того, надо признать, что нарушения, которые выявляются нами системно в контролирующих органах, допускаемых в отношении предпринимателей, свидетельствуют о том, что порой сами предприниматели своих прав не знают элементарно. Поэтому нами, прокуратурой республики, тоже разработана памятка, чтобы вы знали свои права. Мы там подробно все расписали, как действовать, чтобы вы могли защищаться. Поэтому сегодня после завершения вот этого дискуссионного блока помощники вам раздадут эти анкеты и памятки все. Помимо этого, на сайте прокуратуры республики эта памятка и опросник тоже будут размещены. Я думаю, это поможет нам знать о наиболее конкретных примерах, практики, которая допускается контролирующим органам, уже вживую от вас. Поэтому вы можете там конкретно обозначать те или иные моменты, чтобы мы могли анализировать и применять их в практике. Так, пожалуйста, еще у вас какие есть вопросы? Пожалуйста. Татьяна Александровна Тымырова, председатель Ассоциации гостеприимства Республики Саха-Якутия. Вот в рамках доклада, да, вот Жанны Ивановны, действительно прозвучали вот цифры и то, что есть нарушения контрольно-надзорными органами, да, в части соблюдения нашего закона 294-го Федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вот на сегодняшний день мы, как ассоциации, да, столкнулись с такой проблемой и проанализировали ситуацию, что не все контрольно-надзорные, то есть контрольные проверки, даже муниципального, республиканского, да, уровня, проходят согласование прокуратуры. И вот есть такая проблема, с которой вот хотелось бы, чтобы прокуратура тоже разобралась. Мы также направили обращение об этом. Существует проверка, многие предприниматели с этим столкнулись, военного комиссариата Республики Саха-Якутия. Да? Понятно, что такие вот проверки, они есть, но почему-то они не согласовываются вот согласно 294 федерального закона. Хотя, проанализировав ситуацию, они должны согласовываться. И получается так, что к предпринимателям приходят буквально уведомление за 2 дня, что вот якобы на основании каких-то распоряжений мы должны вас проверить. Вот мы считаем, что это необоснованные проверки и должны согласовываться. Вот такие моменты есть. И еще другие проблемы, это связаны также с неоднократным нарушением. Мы все, наверное, предприниматели сталкиваемся, особенно вот общественное питание. Зачастую идет контроль, плановые проверки, они понятны, но увеличились неплановые проверки. Внеплановых проверок тоже очень много, основываются на каких-то распоряжениях, предписаниях. Это вот факты есть, и поэтому вот за этот год мы проанализировали, за 2015 и 2016 год, действительно, вроде бы как поручения того же Путина все исполняют, плановые проверки сократились, но внеплановые они все-таки существуют и продолжают иметь место. Вот это вот еще одна такая проблема. И еще вот Министерство внутренних дел по Республике Саха-Якутия и ведомственные структуры периодически не отвечают на запросы предпринимателей по истребованиям данных, допустим, подозреваемых лиц для возбуждения административного гражданского иска. Своевременно не реагируют в отношении лиц в части вот того, что приходят клиенты, не оплачивают счета. Мы как предприниматели пишем заявление в органы, да, МВД, чтобы помогли, да, вот, дать данные по каким-то лицам физическим, чтобы подать иск на административную, скажем, или на какие-то. Соответственно, органы не реагируют. Также было неоднократное обращение наших предпринимателей в части поддержки, да, безопасности граждан патрульно-постовыми службами в ночных клубах, ресторанах. Тоже, соответственно, никак не реагируют на запросы. По крайней мере, как будто вот пишем обращение, да, и в никуда. То есть в любом случае какая-то обратная связь должна быть. Ну и также зачастую контрольно-надзорные органы при выявлении нарушений не применяют в качестве санкций статью предупреждения, а сразу выписывают штрафы.
Это тоже зачастую есть, когда, скажем, могли бы просто предупредить. У нас, к сожалению, ну, благо в этом году хоть как-то, но уже мы чувствуем то, что идет профилактическая работа началась. Но все-таки есть такое, что они сразу намеренно идут на то, чтобы оштрафовать, тем самым такое ощущение, где-то есть негласный закон того, что на сегодняшний день вот, пополнить бюджет, какие-то планы по штрафам, еще что-то. Ну, то есть действительно такое есть, и мы это ощущаем даже, если это нигде не прописано, ну вот такое есть. Ну и также вот не все нормативно-правовые акты и законы нашей республики проходят через процедуру ОРВИ, что также влияет на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. Также существуют проблемы несвоевременных платежей по контрактам муниципальных заказов, что влияет на финансовую нестабильность предпринимателей и задолженность по выплате заработной платы сотрудникам, по обязательствам поставщиков, уплате налогов, вследствие чего предприниматель несет на себе всю ответственность перед обязательствами и платит неустойки и штрафы. Пример приведу, это обычный. Например, сейчас на аутсорсинге многие школы обслуживания питания. Соответственно, оплата идет после того, пока в бюджете деньги появятся. Но предприниматель должен выплатить зарплату сейчас, закупить сырье, продукты, да, чем-то кормить, соответственно. И вот эти задержки, они по факту сейчас существуют по уплате вот, согласно этих контрактов. Вот. Ну и, конечно же, больная тема для всех, наверное, я говорю уже за свое сообщество, да, то, что существует проблема нелегального бизнеса в сфере общественного питания, наносит существенный урон предпринимателей, работающих в законных основаниях, платящих налоги. Да. К сожалению, в нашей республике, ну как и по всем другим сферам, этот механизм не урегулирован, и контроль и надзор за этими нелегалами пока вообще отсутствует. И нам приходится самим предпринимателям, как бизнес-сообществу, да, проводить такую деятельность, общественный какой-то контроль, да, за такими лицами, писать обращения в тот же, например, орган по Росалкогольрегулированию, да, у них тоже нет полномочий, приходится нам самим эти акты направлять дальше и к вам же туда, в прокуратуру, направлять в Роспотребнадзор. И мы понимаем прекрасно, что механизма нет. И те предприниматели, которые работают и платят все налоги, они, конечно, не выдерживают той конкуренции, которая существует на сегодняшний день и которая составляет нелегальный бизнес. Но вот это основные проблемы, которые сталкиваемся мы, предприниматели. Спасибо. Ну и зачастую, конечно, многие, и чтобы открыть общественное питание, ресторан, например, в каком-то новом нежилом объекте, конечно же, мы сталкиваемся с проблемой технологического присоединения. У меня все. Так, Татьяна Александровна, ну вы задали, я тут записал 11 вопросов. Наполовину вы сами ответили. Так, что не отрегулировано, да, законодательство. По зарплате, конечно, я вам скажу, что бизнес вы должны планировать, чтобы выплачивать своим трудящимся, иначе они будут плохо работать. Второе. МВД, по поводу МВД согласен, что нужно как-то этими вопросами. Я так понял, вы представляете рестораторов, да, в Якутии? Да. Дело в том, что, естественно, ваши заведения, они, в принципе-то, привлекают внимание посетителей, и люди приходят туда культурно, как говорится, провести время, покушать. Это естественно. Если что-то происходит, то сотрудники органов внутренних дел должны на эти организации как-то тоже уделять внимание. Но я не думаю, что там у вас складывается такая обстановка, что там сотрудники милиции должны выставлять свои посты. Поэтому, соответственно, могу сказать, что вот у нас предпринимательством, почему мы обратили внимание для того, чтобы предложить проведение анонимного опроса. Вот, потому что надо признать, что обращений от самих предпринимателей в прокуратуру немного, мягко выражаясь. Нету практически. То есть наши предприниматели себя чувствуют в республике либо так, что в отношении них законы не нарушаются, либо они не хотят связываться с контролирующими органами. Поэтому наш форум на то и направлен, чтобы мы нашли те точки соприкосновения, чтобы бизнес потянулся
работать в цивилизованных условиях. Ну, понятно, что мы надзирающий орган, мы непосредственно с вами, как тот же Роспотребнадзор, те же другие контролирующие органы, с вами непосредственно не работаем, вы в основном жалуетесь же на них, нам. То есть по букве закона, по духу закона вы должны обжаловать их действия в отношении себя, когда ваши права нарушаются ими. Поэтому мы вам дать сейчас такой совет, чтобы вы вашу хозяйственную деятельность, конечно, мы лезть и не можем, и не знаем, там, как это вы будете вести свой бизнес. Но оградить вас от административных барьеров, от чрезмерного давления мы обязаны. Поэтому, пожалуйста, в дальнейшем, в рамках нашей дискуссии, вы осветите, пожалуйста, те вопросы. В частности, я думаю, наверное, большой недочет, что мы не пригласили представителей контролирующих органов. Но, по крайней мере, мы сегодня выслушаем ваши все претензии, чтобы их саккумулировать, проанализировать и предъявить какие-то вопросы нашим коллегам. Как говорится, посмотреть, как они отреагируют на ваши вопросы, переадресованные органами прокуратуры им. Поэтому, думаю, мы направляем свою работу сегодня таким образом, чтобы понять, не сидя в кабинете прокурора, что происходит, какие нарушения, а именно от вас вживую услышать те конкретные мероприятия, на которые нам, органам прокуратуры, может быть, тоже нужно перестроить свою работу, в том числе и организационного плана. Поэтому мы здесь присутствуем и хотим выслушать в качестве экспертов всех практически, чтобы и свои ошибки, там, переоценку своих возможностей или недооценку в какой-то мере и понять, и принять, и спокойно разобраться. Поэтому я предлагаю сейчас тогда выслушать по нашей теме Станислава Владимировича Зимина, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха-Якутия. Вы не возражаете? Станислав Владимирович, пожалуйста. Уважаемый прокурор, уважаемые участники первого открытого форума прокуратуры Республики Саха-Якутия, за период становления Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике созданы все составляющие общественного института, которые на сегодня работают в сфере защиты законных интересов предпринимателей. При уполномоченном работает общественный экспертный совет, в состав которого входят все основные бизнес-объединения предпринимателей. Координационный совет общественных помощников из УЛУСов, работает экспертная группа, в составе которой более 10 юристов и адвокатов, сотрудничающих с уполномоченным по соглашению об оказании безвозмездной правовой помощи. Третий год работает общественная приемная при уполномоченном, руководителем которой является Мостовой Илья Анатольевич. Уполномоченным его аппаратом в рамках установленных законом полномочий систематизируются и анализируются проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. Ежегодно формируется доклад с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в республике и предложениями по совершенствованию правового положения субъектов предпринимательской деятельности. Так, в 2016 году к уполномоченному за защитой обратились 206 субъектов малого предпринимательства, представители общественных объединений, а также органов государственной власти, действующих в интересах субъектов предпринимательства. Все обращения рассмотрены на предмет обоснованности, то есть наличия или отсутствия нарушенных прав. В ряде случаев проведены консультации, либо обращения перенаправлены органам власти по соответствующим полномочиям. По 18 обращениям работа завершена. Жалобы признаны обоснованными. Из них в 7 случаях выявлены нарушения в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий. По 3 обращениям уполномоченный вступил в судебный процесс на стороне предпринимателя. В одном случае провели консультационную поддержку предпринимателя для защиты в суде апелляционной инстанции. Одно обращение по изъятию сотрудниками правоохранительных органов продукции, принадлежащей предпринимателю, перенаправлено для рассмотрения прокуратуры Республики Саха-Якутия. Одно обращение в связи с незаконным установлением муниципальным предприятием дополнительной платы с предпринимателей
и населения решено в пользу предпринимателя. По одному обращению по воспрепятствованию предпринимательской деятельности со стороны руководителя государственного бюджетного учреждения на этапе проведения проверки удалось защитить права предпринимателя. По 42 обращениям на сегодня еще ведется работа. Если остановиться в пределах отведенного мне времени на конкретных примерах, то первое, по проверкам контрольно-надзорных органов. Управление Роспотребнадзора в Мегино-Кангаласском Улусе возбудило дело об административном правонарушении в отношении сельскохозяйственного потребительского кооператива «Манчары». Постановлением районного суда деятельность кооператива была приостановлена на 50 суток. По рекомендации уполномоченного в связи с допущением должностным лицом целого ряда нарушений при проверке, кооператив в Верховном суде Республики добился отмены постановления и прекращения дела об административном правонарушении. Также ООО «ОТЦ Столичный» обратился к уполномоченному в связи с проведением регулярных внеплановых проверок торгового комплекса «Столичный» правоохранительными органами. В ходе рассмотрения обращения были направлены ряд запросов. Прокуратура Республики в связи с отсутствием правового основания проведенной проверки направила Управлению по вопросам миграции МВД Республики предписание об устранении нарушений с требованием проведения служебной проверки в отношении должностного лица отдела миграционного контроля. В целом, анализируя жалобы на проверочные мероприятия, можно констатировать, что в основном органы контроля и надзора нарушают процедуру проверок, предусмотренных 294-м федеральным законом. Второе, по проблемам в сфере имущественно-земельных отношений. Неоднократный отказ Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Якутска в выдаче разрешения на строительство и продление аренды земельного участка, а также требования об его освобождении в судебном порядке вынудило индивидуального предпринимателя Литвинова обратиться к уполномоченному. Орган местного самоуправления дважды продлевал срок аренды земельного участка. И в ходе анализа ситуации, изучения перспектив судебного процесса с экспертной службой уполномоченного при президенте Российской Федерации Бориса Юрьевича Титова с учетом правового заключения уполномоченного республики было принято решение об участии в судебном процессе в качестве третьего лица на стороне ответчика. Более 1,5 лет продолжались судебные разбирательства. Более того, судом кассационной инстанции были отменены все судебные акты, и дело было направлено на новое рассмотрение. И уже при новом рассмотрении в иске Департамента имущественных и земельных отношений было отказано. Права предпринимателя были защищены. К уполномоченному обратился руководитель ООО «Крона Плюс», предприниматель из Вилюйского Улуса, которая за счет своих кредитных средств из бюджетных субсидий в селе Тасагар начала производство хлебобулочных изделий, заключила с администрацией поселка на 5 лет договор аренды заброшенного помещения, восстановила его, закупила и установила оборудование, подключила электричество и под гарантийное письмо газ. Для заключения договора на поставку газа Саха Транснефтегаз запросил договор аренды помещения с государственной регистрацией. В противном случае уведомил, что газ будет отключен. И с этого момента у предпринимателя начались проблемы. Оказалось, что у администрации поселка не оформлены права собственности на объект аренды. Со слов предпринимателя, оформление правоустанавливающих документов завершено только в сентябре текущего года. И вот буквально на прошлой неделе ей предоставили договор аренды с государственной регистрацией. В итоге, с мая месяца, без газового отопления она была вынуждена закрыть производство для погашения части кредита, продала оборудование. В процессе работы над этим обращением защитить предпринимателей и сохранить производство не удалось. К сожалению, это не единичный случай, когда предприниматели берут в аренду имущество, иногда и на безвозмездной основе для предпринимательской деятельности, вкладывают средства, не регистрируя должным образом такие правоотношения, что в итоге ведет к незаконности самой сделки. Такой же пример с предпринимателем, который единственный занимался также производством хлебобулочных изделий в Алахевском Улусе, ИП Киселев, который, по сути, ранее занимал помещение неправомерно. Проблему муниципалитетов с несвоевременным оформлением и государственной регистрацией прав собственности на муниципальное имущество, занимающее длительное время, отсутствие юридических знаний как у самих предпринимателей, так и, к сожалению, у муниципальных служащих, как видно из практики, влияет на развитие бизнеса в Улусах, оборачивается убытками и закрытием бизнеса для предпринимателей. По третьему примеру, я бы хотел сказать о защите прав предпринимателей при нарушениях антимонопольного законодательства. Представитель уполномоченного приняла участие в комиссии УФАС по жалобе ОАРЛ на решение закупочной комиссии
Северо-Восточного федерального университета о признании заявки, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В итоге жалоба была признана обоснованной. Предприниматель заключил контракт на оказание прачечных услуг в общежитиях университета на время проведения 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Резюмируя обзор обращения к уполномоченному, могу добавить, что основными причинами, затрудняющими защиту предпринимателей, являются то, что предприниматели обращаются к уполномоченному после истечения срока нарушенных прав. Действия самого предпринимателя приводят к неблагоприятным обстоятельствам, в том числе и в связи с незнанием юридических сторон дела, отсутствием фактов реального нарушения прав предпринимателей. Созданные механизмы общественного института позволяют систематически обсуждать наиболее острые проблемные вопросы предпринимателей, связанные с административным давлением. На такие заседания приглашаются все стороны конфликта, где рассматриваются обращения не только нарушения прав со стороны государственных органов власти, но и самих предпринимателей. На этом завершаю свое выступление. Благодарю за внимание. Надеюсь, что наша с вами совместная работа будет эффективной и послужит на благо развития бизнеса в республике. Спасибо. Станислав Владимирович, спасибо за информацию. Какие-то вопросы, обсуждения? Давайте перейдем к выступлению представителя аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Саха-Якутия. Вообще есть какие-то вопросы? Или кто-то, может быть, хочет что-то добавить? Вопросов нет. Так, есть, да, вопрос? К обсуждению что-то, да? Пожалуйста. Я хотела бы немного озвучить все-таки те проблемы, которые мы передавали, вопросы в прокуратурах Республики Саха-Якутия. И Представьтесь, пожалуйста. Котенко Ирина Владимировна, заместитель председателя Координационного совета при главе города Якутска и Координационный совет при главе Республики Саха-Якутия. Да, очень приятно. В принципе, мы озвучивали везде и на всех площадках ключевые проблемы предпринимательства. Многие назвали, но я все равно еще хочу, в принципе, на них остановиться. И все-таки, возможно, какой-то механизм разрешения этих проблем есть, возможность их решить. Так вот, какие ключевые проблемы? Избыточные действия контрольно-надзорных органов, формальный подход, ориентируемый на количественные показатели. Однозначно есть, и до тех пор, пока мы не решим эту проблему, дальше мы не сдвинемся. Разумно. Затем, отсутствие административного регламента проведения общего надзора органами прокуратуры. Возможно, он есть, но, по крайней мере, общественная организация его не нашла. Затем, административное давление, не соответствующее масштабам бизнеса, в том числе наказания несоразмерные совершенному правонарушению, несоизмеримость стоимости оформления отдельных требующих документов. Я хочу повториться про что? Про природу охраны. Когда при проверке для того, чтобы нам заплатить налог, который в общей сложности может быть 1000 или 2000, нам надо заплатить на все оформление документации от 50 и выше тысяч рублей. Отсутствие четких механизмов привлечения госчиновников к ответственности за незаконные решения, ставшие причиной значительного ущерба для субъектов предпринимательства. Низкий уровень защищенности предпринимателей при проведении проверок полиции и УФМС. Затем, избыточное правовое регулирование предпринимательской деятельности. Отсутствие механизма приостановления действия предписания в случае его обжалования вышестоящему должностному лицу либо в суд. Вот это, архи как важно, и все равно этот вопрос не решается. Затем, отказ или немотивированное уклонение и затягивание выдачи специального разрешения лицензии, повлекшее приостановление работы на неопределенный срок. Таких очень много. Существует затем необоснованное проведение органами контроля многочисленных проверок в отношении одного лица в течение непродолжительного времени. Мы предоставляли конкретные примеры, что одно предприятие проверяется в течение года 9 раз. Проведение внеплановых выездных проверок без согласования с органами прокуратуры, о чем уже говорили моя коллега. Нарушение законодательства при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля, незаконное изъятие документов, неправомерное наложение административных штрафов, внесение необоснованных предписаний, исполнение которых практически невозможно. Сплошь и рядом. Никто не обращает внимания. Затем, можно ли считать процедуру ОРВ соответствующей, если участникам данной процедуры не направляется официальный ответ с обоснованным отказом? Как быть в данном случае с нормативно-правовым актом, если данное обстоятельство выясняется после его утверждения? Большие вопросы, на ответы мы не получили до сих пор.
Затем, несоответствие некоторых статей нормативно-правовых актов к федеральному законодательству. По крайней мере, надо как-то приводить в соответствие и провести мониторинг нашего законодательства регионального. Какие мы видим пути и механизмы решения проблем? Ввести материальную ответственность для чиновников, которые своими действиями или бездействиями причинили вред бизнесу. Усилить ответственность должностных лиц контрольно-надзорных органов. Постановления об административной ответственности, которых отменены решением суда, то есть официально доказаны, в связи с нарушением законодательства о проведении проверок. Ну и, скорее всего, надо инициировать дополнение в соответствующее законодательство. О контроле и надзоре институт отвода проверяющего, модель по аналогии с нормами, которые установлены в арбитражном процессуальном суде. Ведь посмотрите, у нас в Улусе сплошь и рядом проверяют одни и те же проверяющие, которые конкретно, например, если не поддаются давлению, идут в суды, отстаивают свои интересы через прокуратуру и в дальнейшем им не дают работать. Пример приводила совсем недавно. Это главный специалист Горохов по Хангалгасскому Улусу, который постоянно проверяет предприятия торговли и в дальнейшем говорит: да, я такой и буду на вас давить. Ну что это такое за отношение к предпринимателям? Безобразие. Взять под строгий контроль исполнения распоряжения правительства от 5 сентября 2015 года 1738 об утверждении стандарта развития конкуренции. Мы об этом поднимали вопрос еще с Виктором Николаевичем в 2013 году, а вот и ныне там и еще и хуже стало. Затем предлагаем инициировать отмену приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 года под номером 302Н. И опять-таки мы утверждаем и говорим, почему вдруг многие предприятия стали вредными и опасными. Торговля, общественное питание, детские сады, школы. И мы должны ежегодно регистрировать свое психическое здоровье и проходить анализ в наркологии. Ну что это такое? Причем это не дешевое мероприятие. Затем рассмотреть правомерность продажи ветеринарных справок формы номер 4 Государственной ветеринарной службы Республики Саха-Якутия. Причем мы ставили этот вопрос 2 года тому назад, мы получили от республиканской прокуратуры, что это неправомерно. Ну, вот не дадут мне соврать мои коллеги, справки как продавались, так и продаются, независимо от того, какая партия колбасы, мяса, яйца и прочее. Провести проверку эффективности и целевого использования бюджетных средств по подпрограмме развития региональной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение доступности населения современных информационно-коммуникационных услуг, государственной программы Республики Саха-Якутия, развитие информационного общества Республики Саха-Якутия. Затем обязательно провести проверку порядка предоставления гранта в форме субсидий на поддержку организации, каналов связи и сетей доступа к сети интернет в целях устранения цифрового неравенства в населенных пунктах Республики Саха-Якутия с отсутствующей инфраструктурой связи или неудовлетворительным доступом к сети интернет в 2016 году. Утверждено постановлением правительства от 29.07.2016 года, номер 274. И соглашение между Министерством связи и информационных технологий и ГУП ТЦТП о предоставлении гранта в форме субсидий на соответствие требованиям бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральных законов о защите конкуренции от 26 июля 2006 года, номер 135, и о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, номер 209, федеральный закон от 24.07.2007 года. У меня все, спасибо. Ирина Владимировна, спасибо за ваше выступление. Ну, я бы что хотел вам сказать. Вообще, да, вы правильно вот акцентируете на обеспечении прозрачности работы, да? Я делаю вывод о том, что, в принципе-то, у вас есть такая, как бы, своя позиция по этому вопросу. Видимо, вы не первый год ее придерживаетесь. Вот, в частности, по установлению ответственности, да, за вред, причиненный бизнесу, необоснованными незаконными проверками. Я абсолютно согласен с этим, что, да, выбивает это из нормальной работы, какие-то идут затраты и все остальное. Так ведь бизнес можно вообще, проще говоря, поломать. Что и делают. Вот, поэтому в связи с этим у меня вот, Станислав Владимирович, по вашей информации, вот такой, с учетом вашего выступления, да, так как вы уполномочены защищать
предпринимателей. Вот такой вопрос следующего характера. А вот имеют ли в вашей практике факты обращения в суд с исками в защиту прав субъектов предпринимательства, в частности, возмещение причиненного незаконными действиями и решением ущерба, да и упущенной выгоды в частности? И какая практика в этом направлении? Я думаю, более конкретно на этот вопрос может ответить руководитель общественной приемной, уполномоченного, эксперт Мостовой Илья Анатольевич. Коллеги, добрый день. Мостовой Илья Анатольевич, руководитель Пожалуйста. общественной приемной. Значит, такой практики пока не было, потому что уполномоченный может обращаться только по обращению предпринимателя, когда он конкретно просит. Да. Здесь да. Я понял. Ну, достаточный ответ. Если не было обращения, соответственно, и не могут они обратиться. Я так правильно понимаю ответ? Я просто хотел дополнить Ирину Владимировну, да, относительно возмещения убытков, причиненного бизнесу при проведении законных проверок. Когда будет судом реальное постановление о том, что проверка была признана незаконной, предприниматель имеет право обратиться в суд за возмещением убытков. Только вот наше законодательство не позволяет предпринимателю реально доказать эти убытки. Убытки составляют реальный ущерб и упущенную выгоду. Расходы на юристов, экспертизы и прочее – это отдельная тема. Понятно. А тогда скажите, пожалуйста, а какой способ защиты нарушенных прав предпринимателей вы считаете наиболее эффективным? Все зависит от конкретного спора, в котором связан предприниматель. То есть если это проведение проверок, то это либо прокуратура, либо суд. Потому что, во-первых, все зависит от самой проверки, насколько долгая она была, какие результаты были, большие ли последствия, маленькие для предпринимателя. С этим учетом нужно понимать, как предпринимателю действовать. Или он обращается в прокуратуру, или суд, или к уполномоченному. Понятно. Так, можно вопрос? Там? Вопрос, пожалуйста, вопрос. Айдар Лазаревич, вот вы упомянули, что количество обращений предпринимателей в прокуратуру непосредственно оно составляет единицы. И то же самое нам недели ранее сказали на рабочей группе по защите прав и интересов предпринимателей. Во многом это связано с тем, что предприниматели элементарно не верят и не видят в прокуратуре защитников. Да? Вот смотрите, сегодня у нас проводится мероприятие, первый открытый форум прокуратуры. Главный вопрос, первый вопрос – это бизнес. И что мы видим? Отсутствует прокурор республики, значит, отсутствует даже наш бизнес, а непосредственный куратор, значит, начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики и экологии. Понятно, что уважительные причины и так далее. Но вот даже само вот этот факт, он настраивает как бы на негативный лад. Вот здесь сидят предприниматели, они молчат. Но я мониторю две группы в WhatsApp, да, где люди между собой переписываются. И, в общем-то, на сегодняшний момент главный лейтмотив вот этого мероприятия – это разочарование. Вот здесь в зале сидят люди, разочарованы, друг другу пишут, что пространные ответы и так далее. И коль скоро вы упомянули, что, значит, прокурор был прямо заинтересован во встрече, и, значит, подчеркивается, что сегодня мы ограничены по времени, значит, я предлагаю, может быть, если как только господин прокурор вернется с прокуратуры, провести еще раз, не в формате форума, в формате какого-то другого мероприятия. Если есть проблема с залом, что мы по времени ограничены, я думаю, бизнес-сообщество в любое удобное для прокурора время найдет возможность арендовать зал, арендовать помещение и провести эту встречу. Понимаете, это важно с точки зрения, во-первых, популяризации, да, то есть, чтобы предприниматели увидели, что действительно их вопросами занимаются, причем на высоком уровне, не для отмазки, не для галочки и так далее. Во-вторых, для установления контактов. И кроме того, я считаю, что необходимо уже сейчас ставить вопрос о создании каких-то, вот подчеркивалось в самом начале, что, значит, задача открытия прокуратуры для работы с бизнесом. Значит, необходима какая-то площадка, куда бизнес может обращаться, какая-то постоянно действующая площадка, куда бизнес может обращаться со своими проблемами. Потому что в большинстве случаев, когда предприниматели обращаются в прокуратуру, как правило, они получают отписку, что если ваши права нарушены, обращайтесь в суд. И все. Вот огромное количество обращений в прокуратуру завершается, собственно, вот этим вот. Если вы считаете, что ваши права нарушены, обращайтесь в суд. Но люди-то обращаются не за этим. Люди обращаются, когда они считают, что их права нарушены, а им предлагают в суде это выяснять. Тайволь, у вас все? Или еще что-то есть? Вот прозвучала информация о том, что вы хотите проводить дни открытых дверей с привлечением надзорных органов. Хотелось бы, чтобы этот момент был зафиксирован и прозвучало хотя бы ориентирующее время, когда такие дни будут и так далее, чтобы не получилось потом, что это все замылится и забудется.
Хорошо. Вот давайте, Виталий Валерьевич абсолютно правильно говорит. Я его понимаю и вас понимаю. Конечно, у нас, проще говоря, вера в доброго царя, она в России всегда есть, что должен прийти самый главный. И нет, позвольте, я вас выслушал. Вот, я вам скажу то, что да, действительно, оно такое есть. И действительно, мы первый раз проводим этот форум, и мы его обязаны провести в заявленное время. И из уважения к вам, собственно говоря, мы не стали переводить сроки. Я передам, конечно, вашу просьбу прокурору республики. Я думаю, он решит по итогам этой встречи, есть ли у нас необходимость в дальнейшем проведении форума. Но мы не будем отходить от заявленных нами способов проведения нашего мероприятия. Я вам еще раз говорю, что мы для того, чтобы узнать, обеспечить прозрачность, для чего эта дискуссия открыто проводится? Чтобы была прозрачность, чтобы мы могли подискутировать о проблемах, которые имеются у предпринимателей. Я думаю, это немаловажный вопрос. Поэтому для того, чтобы как-то пойти вам навстречу и чтобы прозвучали те вопросы, которые действительно вами наболели, мы сделали вот такой опросник, я вам могу его продемонстрировать. Тут мелко написано, но помощники раздадут после мероприятия. Вы постарайтесь как можно больше охватить, потому что он анонимный. Вот. Не все, наверное, действительно, вот Виталий Валерьевич правильно говорит, недавно звучало на встрече прокурора, Виталий Валерьевич, прокурор республики проводил, да, тогда встречу? Хорошо, там прозвучало то, что, значит, мало народу обращается, так? Ну, действительно, эта проблема есть, но для чего мы это собираем? Не какие-то преференции раздать кому-то, предпринимателям, или здесь вот как бы поругать контролирующие органы, да? Кому-то указать, что вы там не дорабатывали. Или что. Мы проводим дискуссию для того, чтобы определиться, насколько эта сфера подвержена нарушению законодательства, потому что мы-то констатируем, что контролирующий орган нарушает, в связи с этим к вам идем, для того, чтобы защитить вас фактически. Не прийти сюда и получать оплюхи, оскорбления, так скажем, проще, мягко говоря, в свой адрес, что вы там так или так. Мы сами как бы хотим это все проанализировать, посмотреть, насколько этот вопрос у нас актуален в республике. Дело в том, что предприниматели сами по себе, это хоть и активная часть считается, они же не жалобщики. Как таковые, надо признать, что у нас-то мало жалоб от них на органы, принимающие в отношении них какие-то решения. Вот поэтому дискуссия эта наша и направлена на то, чтобы вы как-то раскрепостились в этом. Вот и в цивилизованных государствах, видите, нарушение прав, законных прав и интересов предпринимателей – это очень серьезное нарушение. Поэтому вы поймите правильно настрой и канву нашей дискуссии. Это не очередное, допустим, там, высказывание каких-то обид от кого-то или решение каких-то узко направленных своих задач. Вы должны понять, что существует прокурорский надзор, контролирующие органы, которые должны решать ваши проблемы. В частности, если в отношении вас нарушаются законы теми или иными контролирующими органами или теми должностными лицами, правильно вот говорят, с приведением конкретных лиц, это наша задача. Чтобы мы уже конкретно вот и правильно не звучали потом вопрос, вот вы формально отвечаете. А как отвечать на вопросы, на которые, в принципе, по-другому ответить нельзя? Поэтому мы, органы прокуратуры, вам даем посыл, что мы будем собираться не только по этому вопросу предпринимательства и оплате труда, но и по другим вопросам. И будем выслушивать и неприятные моменты, и другие, для того, чтобы определить траекторию движения органов прокуратуры по эффективному надзору в заявленных нами темах сегодняшней дискуссии. Поэтому вот и вы памятку принесли, чтобы вы посмотрели, памятку предпринимателю, чтобы он тоже элементарно знал свои права. Вот прочитает, скажет, вот да, вот здесь вот прокурор так написал. Скажет, ну здесь так написано. Я вот элементарно, вот это я знаю уже. А
проще говоря, есть эти такие примеры, предприниматели — это активная часть населения, они знают, между прочим, закон. Это, как говорится, стреляные воробьи. Но даже и они элементарных прав иногда своих не знают, не говоря о простых граждан, которым не платят заработную плату. Поэтому это вопрос тоже актуален. Поэтому мы пришли к вам поговорить и об этой, и по этому вопросу, а не о плате заработной платы трудящимся. Ну, насколько это актуально, можете спросить у любого, выйти здесь на улицу и спросить, вот мы обсуждаем вопросы по заработной плате, считаем это актуальным или не актуальным. Я думаю, 90% скажут, это очень актуально для нас. Можно я скажу? Пожалуйста, пожалуйста. Ну, как сказала омбудсмен, против системы бороться бесполезно. Идите, займитесь другим. После этого кто к вам пойдет? Конечно, конечно. За защитой. Сам омбудсмен, сама Айтали Соколова так говорит. Вы против системы бесполезно бороться. Ну, я такого не слышал, чтобы она так говорила. Не думаю, конечно, что она может. Сказано на форуме, и она мне лично тоже говорила. Это не единственный пример. Тогда против кого будет защитить искать? Какой? У меня есть предложение. Вот смотрите, нарушения предпринимателей, они, в общем, во многом, значит, один и тот же характер повторяется и так далее. И я думаю, что вполне возможно выявить наиболее там распространенные по результатам анализа, например, практики обращения к тому же уполномоченному, раз уж у него больше, чем у вас. Почему бы прокуратуре не взять на себя ведение такого, значит, акта, как реестр административных барьеров? Ну, это хорошее предложение, да, живое. Да, в том числе, чтобы, значит, органы государственной и муниципальной власти согласовали с этим реестром свои административные регламенты и исключали из них все лишние дублирующие вещи, проволочки и так далее. Разумно. Ну а за памятку большое спасибо. К слову сказать, это мое предложение было. Да, да, видите, оно нашло сразу же хорошие предложения у нас, как говорится, всходы дают хорошие семена. Поэтому я вот и более того, да, вот чтобы не звучит, вот тема недоверия, она правильно стоит. Ну, к закону вы как бы, вы говорите, правильно говорите, мы вам, собственно говоря, что к вам идти, если вы не знаете, как мы поступим, правильно? Поэтому мы вам и говорим, вот мое предложение было, я не знаю, почему вы им не заинтересовались, вы его поняли, его не поняли, мы готовы подключить бизнес-сообщество к прокурорским проверкам, давайте совместно проводить. Я вам даже тему назвал наиболее актуальной, тарифы, алкоголь, предложите сами, и мы включим вас в состав прокурорских проверок, чтобы вы знали, как мы проводим проверки, чем мы руководствуемся. Можно проверку проверяющих сделать? Вот. Никаких вопросов нет. Вы пишите заявление, обращение, как это должно быть. Мы вам дадим развернутый ответ. Понимаете? Это все установлено. Есть, как говорится, механизмы, на которые мы опираемся в своей работе, и они прозрачны. Если вы недовольны тем или иным решением какого-то конкретно контролирующего органа, но только это должно быть не просто вот я хочу проверять контролирующих органов, быть контролером контролеров. Поэтому все хотят, как говорится, занимать такое положение, чтобы этого контролера другой контролер еще потом нашелся проверить. Поэтому давайте мы перейдем в ту площадку, где попытаемся все-таки вот предложение найти. Предложение, которое действительно не пустую говорильню превратим сейчас это мероприятие, а действительно мы что-то сможем сделать. Но не каждый день, вы правильно говорите, прокурор придет к вам. Ну, извинился, и я извиняюсь, что я пришел. Ну, служба у меня такая. Вот поэтому, ну, я постараюсь на ваши вопросы ответить. Я вам говорю, что просто так это мероприятие не останется. Мы уже пришли к вам. Поэтому я думаю, что хуже-то уже, как говорится, не будет. По крайней мере, мы уже сказали вам, что мы готовы этим заниматься. И те вопросы, которые вы нам будете задавать, мы уже на этом открытом дискуссионном форуме по-другому не сможем. Поэтому, если у кого-то еще есть выступления или какие-то вопросы по выступлению Станислава Владимировича. Пожалуйста, пожалуйста. Еще раз говорю, так, по выступлению Станислава Владимировича у вас вопрос, да? Нет. Уполномоченного. У меня личное обращение. Пожалуйста. Ага. Пожалуйста. Добрый день, Аял Лазаревич. Айдар Лазаревич. Айдар Лазаревич, извиняюсь. Ага. И работники прокуратуры. Добрый день, участники форума. У меня вот личное обращение.
Ну, мы зарегистрировались как индивидуальный предприниматель, супруга моя зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в 2011 году. Я работаю по генеральной доверенности от супруги. Меня зовут Рожин Василий Михайлович. У нас основная деятельность дилеров. Имеем контракт по поставке растительного масла. Также вот поставляем сахар, там, крупы, муку вот, оптовикам и города Якутска, и районам, предпринимателям, ну, по району Республики Саха-Якутия. Такой получился у меня случай, что весной я заключил договор с волгоградской фирмой по поставке сахара, песка через Сбербанк Аккредитив. Так как они были мне незнакомые фирмы, новые поставщики, я решил заключить договор с ними через Сбербанк Аккредитив. До этого Сбербанк несколько раз ко мне делали предложение, что есть система Сбербанк Аккредитив, безопасная, стопроцентная гарантия безопасности по работе с поставщиками. И я вот через Сбербанк Аккредитив заключил договор, и у нас пошла отгрузка первого вагона. Это было в начале апреля 2016 года. И после у нас договор была по факту отгрузки сахара, оплата. И первый вагон отгрузился, и я, войдя в доверие с ними, уже второй, третий, четвертый вагон заказал сахара. И вот у меня есть переработчик Беркакити Дальтранс, и он подтверждал каждый раз, что о выходе вагона сахара, документально и все подтверждал. И первый вагон у нас подошел 8 мая этого года, и вот при вскрытии вагона обнаружился, что вместо сахара и песка в вагоне находится речной песок. Я был вообще уверен, что ко мне идет сахар, и я был спокоен. И вот 8 мая утром мне звонит переработчик мой и говорит: у тебя вместо сахара речной песок, говорит. Я был вообще в шоке. И в тот же день выехал в Беркакит и удостоверился, что да, действительно в вагоне пришел вместо сахара песок. И по факту сразу были вызваны работники транспортной полиции, и они составили сразу там на месте протокол досмотра, все там досмотрели, и сразу по первому вагону возбудили уголовное дело. Написали заявление на первый вагон, потом второй, третий вагон, я уже знал, когда они подойдут. Они подошли 14 мая, и я уже ожидал этот вагон сам лично в Беркаките, и с собой я взял работников НВК, журналиста и оператора. И мы все фиксировали, вскрытие, снятие пломбы, все снимали всю съемку. И вот когда мы вскрыли второй, третий вагон, там они оказались вообще пустые. И тоже написал заявление, и по факту транспортная полиция возбудила уголовное дело по факту этих 3 вагонов несоответствия груза, и 16 мая возбудили уголовное дело. И до сих пор пока, как возбудили дело, и до сих пор результата нету, как сказать. И вот хотел... Василий Михайлович, я понял. Да, я обратиться, я уже вначале сразу уже писал заявление в прокуратуру на имя Посластенко, министру МВД Прокопенко, начальнику ФСБ Бастрык, как там? Я забыл, извините, фамилию. Ряду должностных лиц, я правильно понял? Ряду должностных лиц. И эти 3 заявления были направлены в Республиканский АБЭП. Они пришли. И Республиканский АБЭП, конечно, меня вызывали, собрали дело, материал, и сказали: отправляем дело по месту преступления Волгоград. По факту, это случай был со станции. Василий Михайлович, я все понял. Так, И вот у меня еще просьба, личная просьба. Да, я вас слушаю. Еще я тут смотрю вину, тоже конкретную вину работников станции РЖД, вину, что не досмотрели они отправление
песка и вот пустых вагонов, да, поэтому я написал претензию и вот готовлю иск на РЖД, гражданский иск. Хорошо. И вот даже вот я страшно мне думать, да, если вот такие случаи допускают РЖД, то по всей стране что угодно можно вести, оказывается. Согласен. И вот я вот, может, неправильно задаю вопрос, Айдар Лазаревич, вы вот можете обратиться, например, в нашу Федеральную службу безопасности, чтобы они проявили интерес к проверке или как там? Да, я вас понимаю, Василий Михайлович. То, что вы мне сказали, конечно, это... Вы сейчас написали заявление, насколько я понял, дело возбуждено. Не, я писал заявление уже еще в мае. В мае писал. Понятно. Возбудили уголовное дело по факту прибытия этих 3 вагонов Хорошо, транспортной полиции 16 мая. Вообще, в таких случаях вы поступили абсолютно правильно. Это уголовно-правовая плоскость. Это не гражданско-правовой спор. Поэтому здесь я вам сразу скажу. Дело, если уголовное возбуждено, это решает следствие. В рамках следствия вы должны будете предоставить в порядке статьи Уголовного суда 144-145, видимо, органы следствия рассмотрели материал, возбудили уголовное дело. Сейчас будут проходить ряд предусмотренных законом мер в части 2 и 3 главы Уголовно-процессуального кодекса. Они будут, это не одним днем делается. Поэтому органы прокуратуры могут вам посоветовать только в рамках уголовно-правовой орбиты дальше и действовать. Контроль или как там? Да, надзор мы будем осуществлять. Дело возбуждено 16 мая уже. Потом еще раз говорю, чтобы я не хочу сказать, что это этим надо заниматься, да, и этим и будут заниматься. Но, насколько я понял, это у вас случилось в сфере транспортных, да? Да. Там существует подведомственное разделение у нас. Поэтому, если я вам что-то сейчас скажу, что я сейчас пойду со всеми там разберусь, я просто, как говорится, буду кривить душой, потому что я там не уполномочен действовать. И органы прокуратуры республики не наделены полномочиями надзора в сфере транспортных правоотношений. Есть такая прокуратура специальная, куда вам нужно написать, я вам советую и настоятельно рекомендую написать заявление. Прокуратура, да? Да. Вот, вам нужно будет все это изложить на бумагу письменно и на имя якутского транспортного прокурора написать заявление. Вот, и сделать это как можно быстрее. Вот. Василий Михайлович, поэтому я думаю, что дальше мне комментировать просто нету, у меня и правовых оснований нет. Спасибо. Ага. Василий Михайлович, тогда ваш вопрос я как-то постарался вам ответить. Еще какие-то есть у вас вопросы по выступлению Станислава Владимировича на обсуждение были? Мы сейчас обсуждаем, и вопросы только по выступлению, потому что у нас, к сожалению, мы ограничены во времени. Хотелось бы на все вопросы, конечно, ответить. Предложение, пожалуйста. Предложение все-таки не оттягивать наши эти постановочные ключевые проблемы на 2017 год, а как можно быстрее включиться в работу рабочей группы и прокуратуры Республики Саха-Якутия и собраться в ближайшее время. Почему? Потому что осталось ноябрь-декабрь 2 месяца, но они действительно очень важны для предпринимательства. Хорошо. Я вас понял. То есть ускорение вы хотите дать. Так, дело в том, что у нас есть совет по предпринимательству, да, при прокуроре. Эти вопросы надо на повестку туда тоже выносить, чтобы есть и другая площадка, она более конкретизирована именно под ваши сегодняшние комментарии, да, и предложения. Вот. Мы сегодня более пытаемся определить формы организации работы органов прокуратуры в плане открытой дискуссии. Пожалуйста. Александрова Тамара Николаевна, Яро Деловая Россия. Вот по части нарушения прав предпринимателей в сфере формирования земельных участков, аренды, у нас есть нарушения, то есть предоставление земельных участков в аренду или то есть в формировании земельных участков она непрозрачна, закрыта для потенциальных землепользователей. Это способствует снижению эффективности работы органов местного самоуправления, стимулирует коррупционные
проявления. У нас есть предложение по данному вопросу, да, по решению данной проблемы, создание единого интернет-портала для государственных органов, на котором будет публиковаться в актуальном состоянии сведения о формируемых и представляемых земельных участков, собственности и аренды, с реализацией возможности скачивания нормативно-правовых актов о формировании и представлении земельных участков, отображение формируемых и предоставляемых земельных участков на интерактивной карте с возможностью получения информации об их характеристиках, площади, категории, виде, адреса местоположения, да, структурных подразделениях органа государственной власти, также о ходе рассмотрения обращений, связанных с подготовкой к восстановлению, формированию и предоставлению земельных участков. Создание такого открытого и прозрачного механизма публикации деятельности органов государственной власти позволит максимализировать поступление в бюджет, уменьшить фактор коррупции и обеспечить большее соответствие фактического прохождения документов по административным регламентам, которые приняты в большинстве органов местного самоуправления. Хорошо. Это вы... Это предложение. Это предложение. Да. Хорошо. Вы передайте, пожалуйста. Мы потом передали нам. уже. Хорошо. Так, пожалуйста, можно я бы хотел... несколько комментариев по этому вопросу тоже так же? Нет, вот давайте, у нас время, кстати, ограничено. Если мы сейчас уйдем в комментарии, то без предложений, то мы будем еще здесь, знаете, сколько сидеть? Если у вас есть вопрос дополнения к этому вопросу. предложения, у вас есть какие-то? Предложения нет. Вопрос. Нет, давайте вопросы мы закруглим, Нет, потому что нам просто еще нужно выслушать... Эти вопросы по земельным отношениям раньше проводилась комиссия, да? В связи с изменением законодательства эта комиссия как бы не стала не нужна. Худо-бедно доступ общественности к этой комиссии был. Я была одним из членов. Но вопросы-то все равно остались. Продление договора аренды, они также есть. И прозрачности правильно подчеркнули, нет. Нет, но мы эти предложения же приняли, а что мы... Вы курируете? Я знаю, что вы раньше эти вопросы мониторили. Да, хорошо. Сейчас вы мониторите? Вот дело в том, что если эти предложения к нам сейчас поступят, если мы это не делаем, я вам еще раз сказал, мы примем организационные мероприятия, я 3 раза это сказал, что мы будем на основании вот сегодняшней беседы смотреть и принимать в том числе и организационные меры. Мы же для этого и дискутируем, правильно? Вот. Поэтому давайте мы тогда предоставим слово Кузьмину Алексею Дмитриевичу, заместителю руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха-Якутия. Добрый день. Да, конечно, кратко. Значит, добрый день, уважаемые участники форума. Значит, административные барьеры. Административные барьеры при, скажем, защите конкуренции. Здесь у нас 2 статьи, самые главные. Это 15 и 16 статья. Они звучат у нас как действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляя функции указанных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных муниципальных услуг, а также государственных и бюджетных фондов и Центрального банка России. Если говорить о том, что сколько было нарушений, это было 10 нарушений за первое полугодие. Остальные нарушения у нас только в работе, и сколько будет к концу года, я вам сейчас сказать не смогу. Просто я вам сейчас 3 примера приведу. Не буду говорить статистику, не буду говорить, значит, по этой статье, кого мы разбирали и что, а 3 примера, которые вам сразу подскажут, значит, какие нарушения в основном бывают. Первое нарушение – это, значит, заявление предпринимателей на действие муниципального унитарного предприятия «Ритуал». Значит, город Якутск. Здесь было постановление окружной администрации города Якутска, значит, о деятельности специализированной организации. И данная специализированная организация, значит, была наделена функциями органа местного самоуправления. Значит, такие действия, значит, запрещены. Поэтому мы вменили нарушение, значит, администрации города Якутска данному МУПу нарушение статьи 15. Поэтому нельзя, прикрываясь, скажем, муниципальными предприятиями, значит, и вменять муниципальным предприятиям, скажем, функции, которым наделены органы власти. Вот таких нарушений много, в принципе, раньше у нас было, и поэтому, если, скажем, предприниматели видят такое, что где, скажем, унитарные предприятия осуществляют какие-то функции органов власти, то они смело могут к нам обращаться.
Второй пример, значит, это субсидирование поддержки сельского хозяйства. Здесь, значит, то, что правительство Республики Саха-Якутия, значит, и Министерство сельского хозяйства, значит, сделали так, что субсидирование, оно не доказывало, не подтверждало различия экономических и финансовых издержек на содержание. Вот различен, например, коров, кур, кобыл, в зависимости от факта, является ли ходячий субъект сельхозтоваропроизводитель, понимание федерального закона о развитии сельского хозяйства. Здесь мы тоже изменили статью 15, пункт 8, часть 1. Кстати, по субсидированию сельского хозяйства у нас много дел было. И потом каждый год у нас бывает то по рыбе, то по мясу, то по птице. И поэтому при субсидировании тоже, значит, если, скажем, не все предприниматели подпадают под данную программу, то тоже могут к нам смело обращаться. Третий пример. Здесь, значит, город Нерингли, значит, районная администрация города Нерингли, также там МУП переработчик, комитет земельных и имущественных отношений Нерингельского района. Здесь у нас мы вменили статью 16. Ну, суть дела в том, что город Нерингли закупил автобусы, передал данные автобусы своему МУПу переработчик, потом с помощью этого МУПа создали еще одно ООО, в которое вошло, значит, ООО другое Юж-Саха-Автотранс, и сделали условия конкурса для того, чтобы переработчиком мог стать только вот это новое созданное ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие». То есть они сами свои структуры посоздавали, МУПы, и плюс к тому еще ООО создали, и полностью весь рынок передали данному ООО. Тоже запрещено, и так делать нельзя, что мы, значит, нами было выдано предписание, значит, предписание исполнили, значит, предписание расторжения данных договоров, ну и будет, соответственно, у нас дальше административное дело производства. Ну, по всем трем будет административное дело производства. Значит, в прошлом году у нас по административным барьерам было административных производств примерно на 500 000. В этом году законченных у нас мало, это только 2 административных дела производства, но до конца года время есть, притом у нас они длятся долго, пока все судебные инстанции не будут пройдены. Это по статье 15-16. Дальше у нас закупки. По закупкам я считаю, что если нарушен принцип, то это все нарушения, которые были по 44-му федеральному закону, это административные барьеры, которые, значит, со стороны всех заказчиков, то есть это тоже органы власти. Здесь я вам всю статистику говорить не буду, вы ее хорошо знаете, мы каждый год говорим. Просто скажу, что каждый год увеличивается. За 9 месяцев у нас по сравнению с прошлым годом на 21% количество жалоб увеличилось. Это одно скажу. А второе скажу, что резко увеличилось количество выявленных нарушений, это у муниципальных служб. Все-таки наши муниципалитеты, если за 9 месяцев прошлого года мы выявили 199 нарушений, то в этом году выявили уже 796 нарушений, то есть от 300%. Василий Ильич, да. У меня в связи с этими вашими цифрами к вам тогда такой вопрос. А вот вы говорите, в отношении государственных муниципальных учреждений увеличилось число выявленных нарушений УФАС, правильно? Угу. А какой рост вообще созданных государственных муниципальных учреждений, предприятий, количество заключенных с ними контрактов, государственных муниципальных контрактов в республике увеличилось? Значит, отслеживаете? У нас такой практики нету. Мы все-таки контрольным органом, и поэтому только нарушения мы Вы не работаете по этому поводу. Так, второе. Скажите, пожалуйста, а вот какой-то мониторинг, анализ, контроль за участием государственных и муниципальных учреждений и предприятий в закупках, я понял, вы ведете. А что конкретно там, если да, то какие там результаты у вас? Конкретно, может быть, там. Не понял вопрос. Ну, вы ведете мониторинг, я так правильно понял? Нет, мониторинг мы не ведем. Тоже не ведете. Мы ведем только учет Соответственно, нарушений. Соответственно,
не можете этот самый сказать по результатам, да? Результаты могу сказать выявленных нарушений и выданных предписаний, и по ним, скажем, административных дел. То есть у вас заявительный характер, да, там? Да, у нас заявительный характер. Ну, По сами вы плановым не, проверкам сами вы не, мы не проверяем работаете. только федеральные структуры. Хорошо, ясно. Значит, республиканская структура есть свой орган. Хорошо, я вас и понял. муниципалитет Ага. тоже есть. Я понял, Алексей Дмитриевич. Дело в том, что вот исходя из вашего выступления, хотел бы сказать, что, может быть, если бы вы инициативно, да, форму работы применяли, может быть, этих нарушений еще больше было бы. Поэтому по вопросу, по выступлению Алексея Дмитриевича есть предложение, обсуждение? Только по выступлению, понятно? Мгм. Пожалуйста. От микрофона подойдите, пожалуйста. Ага. Я с предложением, которое оставлю, хорошо, вашему секретарю. В ответ на ваш призыв сформулировать темы единых там информационных дней, да, окон и так далее, я на суд участников форума предлагаю 2 темы. Значит, как решите? Первая тема – ущемление прав субъектов малого бизнеса при недобросовестной конкуренции со стороны государственных учреждений и предприятий. Вторая тема – ненадлежащие, скажем, действия заказчика, в том числе с нарушением закона, приводящие как бы к затрудненности, да, заказа, государственного муниципального заказа для местного бизнеса. Ну, сформулируем получше, но смысл понятен. Ну и сейчас, если можно, по 2 минуты, чтобы каждый вопрос по 1 минуте, чтобы раскрыть. Я вам с удовольствием бы мы выслушали, но у нас, к сожалению, время заканчивается. Я вам предлагаю, знаете, как сделать? Я еще раз говорю, что у нас при прокуроре республики вот у нас при прокуроре республики действует Совет по защите прав субъектов предпринимательства. Вот эти темы, которые вы сейчас предлагаете, мы можем взять и на той площадке уже их обсудить. Я там думаю, они найдут свое живое продолжение. Сегодня я понимаю, да, что мы связаны со временем. Вот девушка все тут качает головой, сидит. Дело в том, что вы понимаете, если мы... Дело в том, что... Я понимаю. Дело в том, что я попытаюсь вам объяснить немножко. Вы пришли, наверное, что-то послушать, да? Что-то, правильно. Нет, если, сказать. А мы сегодня... Нет, я не вам говорю. Вот я обращаюсь к девушке. Дело в том, что, вы понимаете, это трудная задача для органов прокуратуры сегодня подискутировать о проблемах законности малого, среднего предпринимательства в нашей республике, определить те приоритеты для работы прокуратуры. Мы здесь не пришли отчитываться, мы не хотим уходить, как говорится, в узкопроблемные зоны, мы ставим задачу глубже, чтобы мы могли определить те формы взаимодействия, чтобы ваши права не нарушались. А мы, если сейчас, я понимаю, и это мы должны занимать, но это совсем другая площадка, и мы можем... Что вы хотите сказать? Скажите. Вы представьтесь. Анна. Вот, и дело в том, что... Отчество скажите, пожалуйста. Ну, хорошо. Ладно, это понятно. Поэтому я им объясняю, что есть другое поле для того, чтобы мы могли там обсудить этот вопрос. Просто мы сейчас, надо уважать и коллег по второму вопросу. Тоже люди подошли, сейчас ждут. У нас не так много времени. Если у вас конкретно есть какие-то еще предложения, вы можете их оформить. Я сейчас останусь здесь, мы с вами переговорим. Я их передам на совет при прокуроре, при предпринимателе. Хорошо? Вас так устроит? Ну, не очень, конечно же, потому что непосредственное поступление у товарища Кузьмина. Понятно. А вы можете ко мне подойти или письма написать? Ну, хорошо, все, да. Ага, хорошо. Просто Предложение можно с дать? Площадки на площадку, так сказать, отправляют. Хорошо. Вот там обсудите, Так, здесь обсудите. Давайте тогда мы будем придерживаться... Не выслушав предпринимателя, как решить проблемы бизнеса вообще? Да, давайте тогда мы с вами эти предложения все учтем. Поэтому я предлагаю Можно те предложения. Да, пожалуйста. Народный депутат Федоров Юрий Николаевич. Ну, первый форум, открытый форум прокуратуры проходит, конечно, не совсем комком, но с комками. Предложение такое: продолжить эту работу на базе Совета предпринимателей при защите прав предпринимателей при прокуратуре, сделать ее системной. Предлагаю в ноябре вернуться к этой теме с участием прокурора,
на площадке прокуратуры без ограничения времени, приглашением бизнес-структур, те вопросы, которые хотели обсудить с первым лицом, конечно, обязательно это нужно сделать. И организационную форму подобрать именно, ну, наверное, у людей вопросы взаимодействия с проверяющими, с прокуратурой. Вы же последняя надежда, как говорится, которая может защитить их законные интересы, законные права. И это должен быть постоянно действующий диалог. Поэтому хотели бы мы знать, когда у вас будет этот совет, организовать его работу и провести его совместно с теми общественными организациями, которые занимаются защитой прав предпринимателей, занимаются работой по развитию предпринимательства в Республике Саха-Якутия. А сегодня, ну как получилось, так получилось. Положительные моменты есть, очень хорошее предложение вот от Ирины Владимировны, от наших коллег, да, их надо обработать. И на следующем совместном совещании с этим предпринимательским советом двигаться дальше. Спасибо. Хорошо. Так, спасибо, Виктор Николаевич. Спасибо, Виктор Николаевич. Айдар Валерьевич, тоже да, предложение есть. Екатерина Ивановна, пожалуйста. Спасибо большое. Я вам постараюсь, сам Бог велел, как говорится. Да, сказать. очень быть краткой, потому что действительно сегодня первый такой форум. У нас есть общественный совет при прокуратуре. Многие здесь сидящие предприниматели в него входят. И мы там есть тоже, да, его надо работу активизировать, это правда. Но я полагаю, что сегодня очень правильно, что вот, и понимаю, почему в этом зале, потому что здесь слушает вся республика. Наверное, поэтому прокуратура сделала открытым такой форум. Мне кажется, что вопросов много вынесли. 3 глубинных вопроса, и по каждому из них требовалось бы серьезный диалог, да? И если бы, наверное, был бы сегодня один из этих вопросов, наверное, бы он глубже был обсужден. И вот поэтому-то и напрашивается. Наверное, поэтому сегодня бизнес-сообщество, немножко не удовлетворено, может быть, первым таким нашим общением, да, или вашим общением. Я хотела бы просто некоторые предложения внести, если можно. Сегодня звучал один из вопросов по контрольно-надзорной деятельности. Он действительно актуален. Он действительно требует влияния прокуратуры и проверки. И я бы хотела обратить внимание, что у нас уже нормативно-правовая база на федеральном уровне вся сформирована, уже в рамках действующих теперь норм. Да? Я напомню, это 316-й федеральный закон. Да? Я напомню, что есть 559-е распоряжение от 1 апреля 2016 года. Это дорожная карта, нормативный документ по созданию этого как раз контрольно-надзорной деятельности. И, наконец, я напомню, что из 11 приоритетных национальных проектов, которые сейчас на уровне правительства России определено, 2 из них касаются малого бизнеса, и 1 из них, из этих 2, это по контрольно-надзорной деятельности. Буквально 19 октября на Президиуме Совета по приоритетным национальным проектам этот проект уже обсужден, его разработало открытое правительство. Сейчас он находится в стадии обсуждения. Я думаю, что наше бизнес-сообщество не останется в стороне. И к чему я сейчас какое предложение вношу, что нам вряд ли надо изобретать велосипед. Вот все эти нормы есть, они должны работать на республиканском уровне. И, наверное, в этом вопросе надо саккумулироваться вот сегодня на внедрении у нас в республике всех этих норм. Здесь и бизнес-сообщество, конечно же, подключится, и мы в своих полномочиях, и уполномоченные по правам предпринимателей. Но вот под эгидой нашей прокуратуры. Мне кажется, вот здесь вот нам нужно саккумулировать все внимание вот на этих проектах. По другим я воздержусь, просто времени нет. Спасибо. Ирина Ивановна, вот спасибо то, что вот вы сказали, можно сказать, и поддержали органы прокуратуры. Естественно, мы понимали, на что мы идем, да, и времени, конечно, мало было. Понимали, что будет вот в таком формате примерно происходить. Но я что хочу сказать. Меня что радует в нашем сегодняшнем общении, да, что, коль выступили, вот у нас столько структур государственных существует и общественных организаций по защите прав предпринимательства. Но вот мы решили сегодня под эгидой прокуратуры собраться. И мне приятно, что мы не перешли, не свели наш форум к тому, чтобы тут начали жалобы какие-то друг на друга, там какие-то обиды начались, не воспользовались этим люди. В принципе, деловой такой разговор состоялся, хоть и в таком режиме. Поэтому, конечно, когда присутствует столько много общественных организаций, государственных структур, да, можно было им более поживее, тоже, наверное, подключаться к вопросам, не сводить все обиды все на органы прокуратуры. Мы же ведь надзирающий орган. Но мы провели это мероприятие сознательно, зная о том, что дискуссия будет острой. Я вас всех благодарю за то, что вы все подошли, нашли время. И поэтому думаю, что это поле, действительно, как Екатерина Ивановна сказала, оно занято, там много форум. Я думаю, чтобы они задействовали, нужно проявлять. Это не говорит о том, что мы хотим создать условия для определенного бизнеса, прозрачность, соответственно, должна быть. Поэтому я думаю, вот те предложения, которые прозвучали, мы их все записали.
постараемся проанализировать и вынести уже на такую площадку, как Совет по предпринимательству. И там вы тоже, пожалуйста, поактивнее участвуйте. Будьте тоже, как говорится, проявляйте инициативность. Сами понимаете, что, как говорится, мы можем знать только от вас. Поэтому большое вам спасибо. У вас Можно кого-то что-то последнее есть? предложение? У кого-то что-то есть добавить? Можно добавить? Можно, я так поняла, будет же встреча общественного совета прокуратуры, да? Совет по предпринимателям. Совет, Можно да. рабочей группе предварительно встретиться, Да. чтобы потом эта Конечно, встреча конечно. была Это больше? надо делать, да? Да. Это надо делать. Хорошо, Для того, спасибо. чтобы мы, да, действительно не пикировали здесь, да, сидели. Да, предварительно Понятно, что подготовиться. вопросы острые, всех это интересует. Это не та... Я говорю о рабочей группе с общественным советом. Конечно, конечно. Это регламент работы совета. Просто некоторые не знают, что такой совет есть, наверное. Но, может быть, надо более как-то пошире делать. Ладно, спасибо за внимание. Переходим ко второму вопросу.